Джаркынай – студентка одного из столичных вузов. Она учится на контрактной основе, стоимость которого составляет порядка 40 тысяч сомов. Она уверена, что с переходом на дистанционное обучение качество получаемого образования значительно упало и просит снизить оплату, так как сумма неподъемная для нее и родителей. Во-первых, я не получаю нормального образования, которое должны были мне дать. Это во-первых. Во-вторых, все информации, которые дают мне мои учителя, они просто отправляют лекции, и самой себя объяснить, это получается очень тяжело, потому что первокурсники, они тоже люди, и им кто-то должен давать все это, но просто отправлять, отмечать это очень неправильно, это во-первых. Во-вторых, они даже не подумали о студентах, которые живут в регионах, в селах. Они, получается, сюда каждый год приезжают и учатся, но из-за того, что у нас интернет плохой в таких местах, им тоже очень тяжело учиться, и если даже у студента огромное желание. Между тем, в Министерстве образования ответили, что с переходом на дистанционное обучение от родителей и нардепов поступает много обращений с просьбой уменьшить стоимость обучения в образовательных организациях. Если сократить сумму контрактов, то учителя останутся без средств к существованию. По словам представителя ведомства, 76% поступаемых денег от контракта уходит на заработную плату преподавателям. Говорить о том, что с переходом на онлайн-обучение расходы снизились, это заблуждение. Даже наоборот. Нужно ведь платить за электронную библиотеку, компьютер, интернет. Образовательным организациям нужно больше средств. И именно исходя из этого не нужно снижать суммы контрактов. На наш вопрос о снижении суммы оплаты в медицинской академии имени Ахунбаева ответили, что в отношении контрактов к местным студентам не были снижены. Сумма остается такой же, как было заключено ранее договором. В отношении же иностранных граждан тарифы были пересмотрены и изменены, так как образовательные организации имеют право ежегодно рассматривать тарифы. В отношении иностранных граждан было принято решение, что в связи с тем, что изменилась экономическая ситуация и в связи с резким возрастанием курса доллара, что повлияло, естественно, на нашу ситуацию, рыночную ситуацию, потому что это отразилось и на закупку книг на английском языке, и на компьютеры, и так далее, и так далее. Поэтому мы пересмотрели, и только по курсу Нацбанка в день утверждения этого прескуранта. Образование на данный момент находится в крайне тяжелом положении из-за пандемии. Вместо того, чтобы обеспечить нормальные условия для получения образования, мы пошли путем наименьшего сопротивления и все эти дела перевели в онлайн-режим. В результате чего и так уже тяжелое состояние в области образования попало в ступор, практически перестало существовать, отмечают специалисты. Сумма контрактов, которая была обозначена, до пандемии, она включает в себя все затраты, согласно в результате которой, молодой человек должен получить качественное образование. Других вариантов не должно быть. Так получилось, что сейчас все перевели в онлайн-режим. Теперь что? Надо было уменьшить сумму контракта сразу же, причем под бдительным требованием или самого министра. А что они делают? Они просто уходят от ответственности и передали все это дело на откуп руководителей вузов. Ранее институт омбудсмена предложил Министерству образования и науки внести предложение в правительство о составлении расчетной документации по фактически предоставленной вузами услуги преподавания в онлайн-режиме. Мы говорим, необходимо защитить права студентов, которые в соответствии с законодательством должны оплачивать фактическую себестоимость услуги. То есть Министерство образования, в частности высшие учебные заведения, обязаны произвести расчет себестоимости дистанционного обучения. Эта себестоимость будет фактически предоставляться студентам для оплаты. Это требование законодательства, потому что в соответствии с законом о защите прав потребителей, потребитель, в данном случае потребитель образовательных услуг, он должен оплачивать фактически полученную им стоимость услуги. Стоит отметить, в Кыргызстане насчитывается 73 высших учебных заведений и более 185 тысяч студентов по всей республике. 86% студентов обучаются на контрактной основе, 14% студентов на бюджетной. Суммы контрактов составляют от 20 до 65 тысяч сомов в год.
Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.